город как после бомбежки. Ремонты вроде как начинаются, но сразу останавливаются. Вроде раскапывают и не до конца не доводят. Весь прошлогодний сезон копали Сергелявское шоссе, а сейчас с улицы Аюнского такая же картина. Вот по Сергелявскому шоссе, кстати говоря, вот работы же будут в этом году переделываться, потому что подрядчик в прошлом году нарушил технологии укладки, так это было выявлено проверками, и сейчас вот работы будут по переукладке делаться. Ну и вообще по Сергелявскому шоссе вот в этом году работы тоже будут продолжаться. Здесь, к сожалению, или как-то, но и в этом году будут копать так. Вот. Что касается Аюнского, там вот часть сделана была по прошлому году. Сейчас вот она работы продолжаются, так, а от Петровского в сторону Октябрьской. Вот. Ну, я каждый день там вижу, ну, не скажу, что там медленно работают, да? Но вместе с тем они в этом году работы не будут завершены. Это работы переходящие, то есть 26-27 год. В этом году точно должны сделать вот улицу Ефимова, это 203-й микрорайон, вот эту развязку, где Ярославского, Ефимова, Хабарова, Чернышевская встречаются. Вот это обязательно будет вот этот транспортный узел сделан уже, введен. Большие работы будут проводиться по улице 50 лет Советской армии. Но, опять же, они будут завершены в этом году, они перейдут на следующий год. Я вот недавно ездил тоже к военным туда, на сборный пункт, так, но улица-то в страшном состоянии. Вот Чапалова, например, ну, просто вдребезги разбита. Такого никогда не было. Так. И здесь городским властям, ну, понятно, что у нас залог будет в ближайшие годы до 30-го там все улицы делаться, так, основные, но ждать тоже не надо какие-то меры принимать и хоть ямочный ремонт, но делать. Потому что, ну, как, вот Светлана сказала, как после бомбежки, да, ну, вот реально там, как после бомбежки. По Хабарово работы будут в этом году проводиться, так, уже за площадью Победы, которая, ну, мягко скажем так, несмотря на проведенный относительно недавно ямочный ремонт и так далее, они там в очень плохом состоянии улицы. Здесь главное контроль. Контроль со стороны граждан, контроль со стороны соответствующих структур, городской власти в первую очередь, для того, чтобы, еще раз говорю, эти большие, огромные, я бы даже сказал, средства, которые вкладываются и Федерацией, и Республикой именно в улично-дорожную сеть города Якутска, они реально, эти работы все проводились качественно, чтобы служили эти улицы долго. Если